Добрый день, уважаемые слушатели! Хотелось бы познакомить с анализами результатов ЕГЭ по русскому языку за 2019-2020 год. В 2019-2020 году сдавали всего 4078 человек. Это чуть-чуть меньше, чем в предыдущем 2018-2019 году. Какие же результаты получены за 2020 год? От 0 до 9 баллов получили 1 человек, от 10 до 19 баллов 4 человека, от 20 до 29 баллов 12 учащихся, от 30 до 39 баллов 72, и в среднем получили наибольшее количество баллов, это 1159 человек, набрали от 60 до 69 баллов. Больше баллов набрали 987 человек, от 80 до 89 баллов 662 выпускника и свыше 90 до 100 баллов получили 146 выпускников. Если сравнить средний тестовый балл за 2018, 2019 и 2020 года, то примерно держится на уровне 67,27. Высокобальников в 2020 году стало чуть меньше. По сравнению с 2019 годом, если в 2019 году было 869 высокобальников, то в 2020 649. Наивысшую оценку 100 баллов получили 3 выпускника за 2020 год. Какие же задания не вызвали затруднений и считаются наиболее успешными по сравнению с предыдущим годом? Это задание номер 2. Оно предполагает уметь правильно подбирать средства связи с учетом контекста. Неплохой результат за задание номер 7. Умение анализировать морфологические нормы. Задание номер 8 стали выполнять выпускники более успешно. Задание 14, наследное, дефисное, раздельное написание тоже выполняется более успешно. Сочинительная связь в предложениях сложных и с однородными членами тоже выполняется более успешно. Выше баллов получили за задание 17, это предложение с обособленными членами, и умение извлекать информацию из текста тоже стали выполнять учащиеся более успешно. 26 задание «Анализ языковых средств выразительности» не стал так вызывать затруднений, нежели в предыдущие годы. На что нам, как учителям, следует обратить внимание? Сейчас вам будут представлен на слайде те задания, которые вызывают затруднения. Это задание номер 11. Плохо умеют анализировать правописание суффиксов разных частей речи. Затруднение вызывает задание номер 12. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Трудно ребятам проводить пунктуационный анализ, группировать предложения в 21 задании. И затруднение вызвало задание 25
на умение находить средства связи между предложениями в тексте. От себя бы я еще сказала, что тяжело учащимся правильно находить фразеологические обороты в тексте. Хотелось бы познакомить со своей системой работы с учащимися выпускных классов. Всегда учащихся знакомлю со структурой ЕГЭ по русскому языку, знакомлю с системой оценивания заданий экзаменационной работы, оцениванием задания 27-го, задания с развернутым ответом, и критериями задания 27. Рассказываю о том, что продолжительность экзамена составляет 210 минут. Это 3,5 часа. Сам экзамен делится условно на две части. Задание экзамена делится условно на две части. Первая часть – это тестовая. С 1 по 26 задание. Максимальное количество баллов в первичном пересчете – это 34. Задание 27 – это задание с развернутым ответом. Максимальное количество баллов – 25. Первая часть состоит из 26 заданий. Ответом в них может являться цифра или последовательность цифр, слово или несколько слов. Во время работы над первой частью выпускник покажет знание базовых правил орфографии и пунктуации, способность верно определять лексические значения слов, умение выделять главное в тексте и знание основных тропов. Ответы первой части нужно занести в бланк номер 1 черной гелевой ручкой. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом. За верное выполнение каждого задания части 1, кроме заданий 8, 16, 26, экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 5 баллов, если нет ошибок, 4 балла, если допущена одна ошибка, ну и соответственно 0 баллов, если полностью ответ неверный. Здесь очень важна последовательность записи цифр в ответе. Поэтому нужно принять во внимание последовательность записи цифр. За выполнение задания 16, это умение определять сочинительную связь при однородных членах и в сложно сочиненном предложении, может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Порядок цифр в ответе не имеет значения. За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 4 балла, если нет ошибок, 3 балла, если допущено, 4 балла, если нет ошибок, 3 балла, если допущена одна ошибка, ну, если нет ни одного верного ответа, то 0 баллов. Порядок цифр имеет значение. Задание 27. Это задание открытого типа с развернутым ответом. Сочинение. Проверяется умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.
Всегда знакомлю с инструкцией, что сочинение пишется по прочитанному тексту. Учащийся должен самостоятельно сформулировать и прокомментировать одну из проблем, поставленных автором текста. Необходимо определить позицию автора или рассказчика, написать, согласны или не согласны учащиеся с точки зрения автора прочитанного текста, объяснить почему. Свое мнение необходимо аргументировать, опираясь в первую очередь на читательский опыт, на знания, на жизненные наблюдения. Объем сочинения не менее 150 слов. Работа написана без опоры на прочитанный текст, не по данному тексту, не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. Сочинение следует писать аккуратным, разборчивым почерком. Сочинение по прочитанному тексту – это творческая работа, которая не только проверяет умение понять и проанализировать содержание предложенного текста, но и выявляет общий культурный уровень. Предстоит разобраться в позиции автора, а затем аргументированно сформулировать собственное мнение по одной из проблем. Минимальный объем работы – 150 слов, но практика показывает, что оптимальное сочинение должно состоять из 170 до 200 слов. Больше писать не имеет смысла. Может возрасти количество ошибок. Задание 27 позволяет получить до 25 баллов. Каковы же критерии оценивания задания? Оценивается задание по 12 критериям. Критерий номер 1 – это постановка проблемы. Проблема – это вопрос, который волнует автора. По первому критерию максимальное количество баллов – 1. Критерий номер 2 – это комментарий к поставленной проблеме. Действия автора по отношению к заявленной проблеме. Пояснение к иллюстрациям текста. Выявление смысловой связи и ее роли в тексте. Максимальное количество баллов – 6. Критерий номер 3 – это выявление позиции автора, то есть ответ на поставленную проблему. Оценивается в 1 балл. Критерий номер 4 – аргументация поставленной позиции. Подтверждение собственной позиции примерами из читательского жизненного опыта или опровержение оценивается 1 баллом. Критерий номер 5 – это логичность изложения. Оценивается в 2 балла. Критерий 6 – это выразительность речи. Следует обратить внимание, что критерий 6 тесно связан с 10 критерием. 3 балла можно получить, если учащийся не допустил ни одной орфографической ошибки. Это критерий номер 7. Критерий 8 оценивается умение правильно расставлять знаки препинания. Пунктуационные ошибки, максимальное количество баллов при отсутствии пунктуационных ошибок 3 балла. Критерий 9 – грамматические ошибки, 2 балла максимально. 10 критерий, который тесно связан с 6, это речевые ошибки. При их отсутствии выставляется 2 балла. 11 и 12 критерий оцениваются по 1 баллу. Вот примерно так должна выглядеть структура, композиция работы учащегося. Поставлена основная проблема,
Далее идет комментарий, позиция автора, мнение учащегося с аргументацией и вывод. Но это не значит, что проблема ставится только в самом начале работы. Проблема может быть заявлена в любой части задания 27. Хочу познакомить с некоторыми подходами, которые применяю при обучении учащихся заданию 27. Как же мы работаем по первому критерию? Что такое проблема? Как ее выявить в тексте? Покажу свои наработки. Сначала выясняем, что такое проблема. И говорим, что проблема текста – это вопрос, над которым размышляет автор. Этот вопрос может не иметь однозначного ответа. Например, в чем смысл жизни? Что такое красота? Чем определяется формирование личности человека? И вот примерные, как могут начинаться вопросы к формулировке проблемы. Почему? Нужно ли? Что лучше? Что такое? Какова роль? Но также может звучать не только в виде вопросительного предложения, но и в виде утвердительного предложения. Поднята автором проблема отцов и детей, проблема взросления, проблема мужества на войне. Следует обратить внимание на грамматическую ошибку, которую допускают учащиеся. Проблема чего? Проблема экологии, но не проблема о чем. Какие же существуют типовые конструкции, и в качестве образца можно предложить учащимся? Что можно сделать с проблемой? Автор проблему поднимает, автора проблема волнует. Проблема, которую хотел показать нам автор, такова. Проблема, поднимаемая автором, это. Я думаю, что проблема, поставленная автором, это. Что такое? В чем заключается? Какую роль в жизни играет человека? Эту важную проблему поднимает автор. Как же сформулировать проблему? Предлагаю ознакомиться с алгоритмом выявления проблемы. Для начала читаем внимательно текст и выявляем основную мысль текста. Прошу записывать в виде законченного предложения основную мысль текста. А далее определяем, на какой же вопрос вот это предложение отвечает. Сформулируем это вопросительное предложение. Вот и это и будет проблемой текста. В художественном тексте немножко иначе работа строится. Следует внимательно прочитать текст, определить, кто герои, их действия, проанализировать поступки, отношения, речь героев, определить, какие положительные или отрицательные человеческие качества проявляются в их поступках, отношениях, определить, какие абстрактные существительные называют соответствующие человеческие качества: долг, честь, равнодушие, черствость. Сформулировать проблему по выявленным ключевым словам. Сформулировать можно своими словами, можно процитировать, можно в виде вопроса, задать в виде вопроса. Типы проблем какие? Это философские, политические, нравственные, экологические. Философские затрагивают самые общие особенности развития природы, общества, мышления.
экологически отражают взаимодействие человека и окружающей среды, нравственные, связанные с внутренним духовными качествами, которые руководствуется человек с определенными правилами поведения. Какие же предлагаю учащимся задания? От позиции автора текста прошу сформулировать проблему. Так можно предложить такую позицию автора. Труд – это великая сила, труд радует, возбуждает человека. Вторая позиция. Человек должен дорожить семьей и сделать все возможное для ее сохранения. Природа благотворно влияет на душу человека. Люди, увидев скачущего же ребенка, повеселели, заулыбались, оттаяли сердцем. И уже от позиции автора прошу учащихся сформулировать вопросительные предложения. И должна получиться вопросно-ответная конструкция. На первую позицию автора так будет звучать проблема. Почему труд в жизни человека является великой силой? Труд – это великая сила, труд радует, возбуждает человека. По второй позиции проблема будет звучать так. Проблема семейных ценностей или как человек должен относиться к семье. Человек должен дорожить семьей и сделать все возможное для ее сохранения. Третья проблема звучит таким образом. Как природа влияет на человека? Природа благотворно влияет на человека. Люди, увидев скачущего же ребенка, повеселели, заулыбались, оттаяли сердцем. Другой вид работы предлагаю. Тексты даю в начале 10 класса не такие большие. И дан текст небольшой, и сформулировано рядом 4 проблемы. Учащиеся должны увидеть ту проблему, которая не рассматривается автором в тексте. У человека самая яркая пора детства. Все, что связано с детством, кажется потом прекрасным. Человека всю жизнь манит эта золотая, но, увы, недоступная больше страна. Остаются одни воспоминания, но какие сладкие, какие ненасытные, как они будоражат душу. Даже невзгоды, перенесенные в детстве, не представляются потом ужасными, но окрашиваются в смягчающий, примиряющий цвет. И вот предлагается 4 проблемы. Учащиеся видят, как они формулируются. Какова роль детства в жизни человека? Почему все, что связано с детством, представляется прекрасным? Почему воспоминания детства всегда волнуют нас? Какое влияние на формирование личности ребенка оказывают родители? И уже после прочтения проблем учащиеся понимают, что 4 проблемы в данном тексте не было. Уважаемые коллеги, хочу познакомить вас с теми подходами, которые применяю при комментировании текста. Сначала мы выясняем, что же такое комментарий. Комментарий – это рассуждение, пояснение по поводу чего-либо. Примечание и толкование, дополняет слова Александрова. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста максимально оценивается в 6 баллов. Для этого учащийся должен привести не менее 2 примеров иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания сформулированной проблемы. Дать пояснение каждому из примеров
иллюстраций. Определить, какую смысловую связь использует писатель, автор в тексте между этими примерами и иллюстрациями. И проанализировать смысловую связь. За это учащийся получает 6 баллов. За приведение 2 примеров и пояснение только одного, но указана и проанализирована смысловая связь между примерами и иллюстрациями, учащийся получает 5 баллов. Если приведено в сочинении не менее 2 примеров иллюстраций, дано пояснение каждому примеру иллюстраций, проанализирована, но не указана или указана неверно смысловая связь, то учащийся получает 5 баллов. 5 баллов получает также и за приведение 2 примеров иллюстраций, пояснен каждый из примеров, указана смысловая связь, но не проанализирована. Если выпускник привел не менее 2 примеров иллюстраций, которые важны для понимания текста, дано пояснение к каждому примеру иллюстрации, но смысловая связь указана неверно или вообще не указана и не проанализирована, то учащийся получает 4 балла. Также получает 4 балла, если 2 примера приведены, но пояснения к примерам не даны, указана смысловая связь и объяснена смысловая связь. Также 4 балла ставится, если показано не менее 2 примеров иллюстраций, дано пояснение к одному из примеров, проанализировано, но не указана смысловая связь, то тоже 4 балла. 3 балла дается, если учащийся привел не менее 2 примеров иллюстраций, дано пояснение к одному примеру иллюстрации, смысловая связь не указана и не проанализирована. 3 балла учащийся получает, если приведено не менее 2 примеров иллюстраций, пояснения к примерам не даны, смысловая связь между примерами указана, но не проанализирована. И также 3 балла выпускник получает, если приведено не менее 2 примеров иллюстраций, важных для понимания, пояснения к примерам не даны, проанализирована, но не указана смысловая связь между примерами и иллюстрациями. 2 балла учащийся получает, если приведено не менее 2 примеров иллюстраций, пояснения к примерам не даны, смысловая связь не указана и не проанализирована. Или пока приведен один пример, важный для понимания, дано пояснение к этому примеру, смысловая связь между примерами отсутствует. Также выпускник, если приведет один пример, иллюстрацию, пояснений нет, смысловой связи нет, то получает 1 балл. Если текст написан без опоры на исходный текст, примеры иллюстрации из прочитанного текста не приведены, если допускаются фактические ошибки, одна и более, прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, или дан простой пересказ, или цитируется большой фрагмент текста, то комментарий оценивается в 0 баллов. Что же такое комментарий? Еще раз повторюсь, что комментарий к проблеме – это рассуждение, пояснительные замечания по поводу проблемы текста и ее толкования. Необходимо проследить ход мыслей, действий автора текста.
Комментарий – это не пересказ содержания. Текстуальный комментарий предполагает объяснение текста, следование за автором в раскрытии проблемы. Идем от текста к действительности, связывая мысли автора текста со своими знаниями о жизни. Комментарий всегда должен опираться на прочитанный текст. Комментарий публицистического текста строится примерно так. Необходимо найти примеры, на каких автор раскрывает проблему, какими фактами, событиями автор иллюстрирует проблему, какие высказывания писателя заслуживают особого внимания, в чем значимость этих высказываний. Так предлагаю на уроках текст Агеева и далее строю работу, задания привожу такие. Чуть ли не на каждом шагу мы вносим свой вклад в уничтожение дикой природы. Таких примеров можно приводить множество. И все это происходит лишь потому, что нарушается простой жизненный принцип. Если можешь, не причиняй беспокойства другим. Великий французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери вложил в уста одного из героев мудрые слова: «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил». Гордясь своим разумом и силой, не следует забывать о том, что человек, в сущности, лишь совсем недавно перешагнул тонкую грань, отделяющую его от животного. И не абсолютный разум в нас, а только первые проблески его. Чтобы лучше осознать необходимость защиты природы, мы должны определить, чем же мы обязаны животному миру, кроме того, что сами являемся его представителями. Вот такой небольшой текст. Далее предлагаю учащимся заготовку, клише. Агеев поднимает такую проблему, как автор что делает? Размышляет в тексте. Вводная конструкция. По мнению писателя, в своем отношении к миру человечество должно руководствоваться простым принципом. Не случайно автор цитирует. Эти слова напоминают нам. И действительно, человек не должен забывать о том, что. Вот такое клише предлагается. Учащиеся, опираясь на текст Агеева, заполняют, пишут вот это комментарий. Получается следующий продукт. Агеев поднимает такую актуальную проблему, как уничтожение дикой природы. Автор в тексте размышляет о роли человека в природе. По мнению писателя, в своем отношении к миру человечество должно руководствоваться простым принципом. Если можешь, не причиняй беспокойства другим. Не случайно автор цитирует Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил». Эти слова напоминают нам об ответственности за сохранение природы. Действительно, человек не должен забывать о том, что сам является частью природы и должен находиться в единстве с ней. Какие же типовые конструкции предлагаются? Автор – это у нас писатель. Называем по фамилии, имени, отчеству. После текста пишется, кем он является: публицистом, журналистом. Что делает автор? Автор раскрывает,
приводит случай из, размышляет, вспоминает, рассматривает. Что еще может делать автор? Автор цитирует, акцентирует наше внимание, задумывается, подчеркивает, анализирует. Обязательно говорим, какие смысловые связи приводит автор или же рассказчик в тексте. Это смысловые связи: детализация, указание на следствие, подтверждение, объяснение, выделение. Часто используется смысловая связь дополнение, противопоставление, сравнение. Какие же можно взять примеры иллюстрации? Так, из публицистического текста смотрим внимательно, и бывает, что приводятся прямо отдельные цитаты. Они не просто так используются автором. Также можно взять в качестве примера иллюстрации контекстуальную цитату, сжато пересказать. Могут приводиться в тексте публицистического стиля какие-то статистические данные, мнения великих людей, пословицы, поговорки. Текст художественного стиля разбирается иначе. Для нас важно обратить внимание, кто является героем, какие взаимоотношения складываются между героями текста, какое отношение автора к поступкам, какие чувства героя описаны, и какие мысли, слова героев имеют особое значение. В качестве образца приведены примеры из текста Турсуна. Какие же рекомендации можно дать? Следует обратить внимание, с каким настроением пишет автор. Ирония, печаль, радость. Нужно указать, в чем это проявляется. Желательно основываться на выборе писателем конкретных слов, деталей. Что автор подчеркивает, что из этого следует, с каким выводом он подводит читателя. Обратить внимание, что нужно комментировать проблему, отраженную в тексте, а не просто текст и его тему, и не просто проблему в отрывке от текста. Покажу, какую работу проводится по тексту Федора Михайловича Достоевского. Текст про Марея. Было мне тогда всего 9 лет от роду. Как-то раз в лесу среди глубокой тишины ясно и отчетливо почудился мне крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга выбежал на поляну. Прямо на пашущего землю мужика. Это был Марей, наш крепостной лет 50, плотный, довольно рослый, сильной проседью в темно-русой бороде. Я немного знал его, но до того почти никогда не случалось мне заговорить с ним. Я в детстве мало общался с крепостными, эти чужие, с грубыми лицами и узловатыми руками мужики казались мне опасными разбойными людьми. Марей остановил кобыленку, заслышав мой напуганный голос, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его саху, а другой за его рукав, то он разглядел мой испуг. «Волк бежит!» – прокричал я, задыхаясь. Он скинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновение почти мне поверив. «Что ты? Какой волк? Померещилось, вишь?» «Какому тут волку быть?» – бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун, и, должно быть, очень был бледен. Он смотрел с беспокойной улыбкой, видимо, боясь и тревожась за меня. Знакомимся с этим текстом, узнаем, кто такой Марей,
что из себя представляет вот этот мальчик-рассказчик, и спустя 20 лет, какой он, определяем проблему. И предлагаю следующий план написания комментария. В первом предложении обязательно должно звучать имя автора, чей текст. Далее сжато передать содержание текста в одном, двух хотя бы предложениях. Это будет как подход к комментарию. Далее отобрать два примера, которые вы проиллюстрировали поднятую проблему. Каждому примеру дать пояснение, почему используется именно этот материал, и указать смысловую связь, какую использует, почему именно эту смысловую связь использует автор. И вот после прочитанного текста учащимся предлагаю проанализировать и оценить по критериям комментарий, написанный по тексту Федора Михайловича Достоевского. Проблема следующая в тексте поднята. Проблема, всегда ли внешность соответствует внутреннему миру человека. Федор Михайлович Достоевский приводит случай из жизни 9-летнего мальчика и крепостного Марея. Грубый, страшный крепостной, проявив человеческое сострадание, помог выйти испуганному ребенку из леса. Автор подробно рисует внешность Марея. Рослый, сильною проседью в темно-русой бороде. Писатель обращает наше внимание, что именно таких людей боялся мальчик-рассказчик. Эти чужие, с грубыми лицами и узловатыми руками мужики казались мне опасными, разбойными людьми. Но в сложной ситуации мальчик получил помощь от крепостного. Федор Михайлович Достоевский подчеркивает, с какой нежностью Марей позаботился о ребенке. Улыбнулся он какой-то материнской и длинной улыбкой. Писатель убежден, внешность не всегда соответствует внутреннему миру человека. Мы видим, что в этом комментарии отсутствует смысловая связь, также нет, и раз нет связи, нет ее обоснования. И приведено только два примера с одним пояснением. Получается, что на 3 балла написан этот комментарий. Также предлагаю готовые уже проблему, готовый комментарий по тексту «Два камня» Феликса Кривина. Проблема, текст повествует о 2 камнях, которые, конечно же, под которыми подразумеваются человеческие позиции, жизненные позиции. И вот проблема, которая поднимается автором, это звучит она так. Как должен жить человек? С головой окунуться в жизнь с ее сложностями и противоречиями или спрятаться от жизненных трудностей? Именно таким вопросом задается Феликс Кривин в предложенном для анализа тексте. Далее учащийся сразу же показывает смысловую связь. Смысловую связь выпускник может между примерами, иллюстрациями показать, после, в конце комментария, после показанных, проанализированных примеров иллюстраций. Здесь показывается в самом начале. Автор раскрывает проблему, противопоставляя 2 героев. В олицетворенных образах камней без труда угадываются люди,
с противоположными взглядами на жизнь. Использованные писателем имена тоже подчеркивают различия между персонажами. Мы видим, что автор использует смысловую связь противопоставления. Далее приводится пример, иллюстрация 1. Пояснение, обоснование смысловой связи противопоставления учащийся отражать будет позже, после приведенных примеров. Это ход его мыслей. Как же звучит первый пример, иллюстрация и какое же пояснение? Один камень имел имя кремень. Это слово имеет переносное значение. Закаленный человек с твердым характером. Этот герой не боится жизненных бурь и штормов, смело идет навстречу трудностям и преодолевает их. Второй пример, иллюстрация с пояснением. Совсем иначе изображен его друг. Проведя жизнь в бездействии, он вообразил себя героем, некогда рисковавшим собой ради товарища. Сочетание «растрескавшийся камень» передает негативную оценку пассивной жизненной позиции, указывает на несостоявшегося человека, не реализовавшегося как личность. И вот только в конце комментария идет обоснование смысловой связи. С помощью противопоставления Феликс Кривин показывает жизненные итоги людей с противоположными взглядами на мир и свое место в нем. Нетрудно заметить, что симпатии писателя на стороне тех, кто смело идет к поставленной цели. Какова же позиция автора? Мы помним, что позиция автора – это ответ на заявленную проблему. У нас была проблема выбора. Автор убежден, человек не должен быть равнодушным созерцателем, прячущимся от трудностей и невзгод. Только активная жизненная позиция, сопричастность всему, что происходит вокруг нас, делает человеческую жизнь полноценной и осмысленной. Все зависит от человека, какой он сделает выбор, чтобы твоя жизнь была полноценной и осмысленной. И вот такое клише, которое предлагаю учащимся, которое помогает сформулировать проблему, выстроить первый, второй и третий абзацы. Комментарий можно разделить на две части даже. В самом начале формулируется вопрос. Именно таким проблемным вопросом задается в предложенном для анализа тексте и называем фамилию, имя писателя. Чтобы обратить внимание на проблему, автор или рассказчик, от чьего лица ведется повествование, пишет, вспоминает, говорит, приводит пример из жизни, приводится пример, иллюстрация. Писатель или рассказчик обращает наше внимание, отмечает. Вот это будет пример, иллюстрация. А следующие слова. Данный пример показывает, что это уже пойдут мысли ребенка, пояснение к первому примеру иллюстрации. Я здесь показываю, какую связь использует автор или рассказчик на стыке вот этих двух абзацев. Эта смысловая связь имеет место быть и в начале комментария,
И часто ребята указывают ее в конце комментария. Далее автор уточняет или дополняет или указывает на причину, следствие. И нужно обосновать, почему автору важно показать, почему автор использует именно ту или иную смысловую связь, с какой целью. Автор, далее пишем второй пример, опять обращает внимание, замечает, и пояснение выпускник может писать следующее. Мы видим, или этот пример позволяет понять. И далее позиция автора. Автор убежден, писатель считает. Вот это клише в чем-то помогает учащимся выстроить свое задание 27. Как же определяем позицию автора? Это критерий 3. За критерий 3 учащийся, если верно сформулировал позицию автора, не расширил, не сузил, то получает 1 балл при отсутствии фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста. Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно или позиция автора исходного текста не сформулирована, то 0 баллов. Что же такое позиция автора? Позиция автора – это авторское отношение к той или иной теме или той или иной проблеме текста, предлагаемой автором решение той или иной проблемы. Позиция автора по основной теме и основной проблеме текста обычно представляет собой основную мысль текста, его основной вывод и совпадает с идеей текста. Позиция – это ответ на проблемный вопрос. Какие же задания предлагаю учащимся? Прошу соотнести формулировки проблем текста Лихачева из левой колонки с позицией автора. Так проблема звучит: что является важнейшим качеством сформировавшейся личности? И из другой колонки учащиеся находят верную позицию по проблеме. Какова истинная цель жизни? Проблема свободы личности. И потом с учащимися соотносим, насколько верно совпадают проблема и позиция. Это должна быть как вопросно-ответная конструкция. К первой проблеме: что является важнейшим качеством сформировавшейся личности? Позиция В. Личность немыслима без развитого чувства собственного достоинства. Какова истинная цель жизни? Это ответ номер 2 под буквой А. Человек должен прежде всего стать личностью, найти свое предназначение, которое не ограничивается карьерным ростом или заботой о материальном благополучии. И проблема свободы личности – это человек, осознавший свою свободу, находит в себе силы служить не власти, а идеалам истины и добра. Прочитать текст Юрия Бондарева и указать утверждение, которое не соответствует позиции автора. Сказки Корнея Чуковского счастливым эхом отдаются в душах людей. Они будут те добрые и чистые человеческие чувства, без которых немыслимо, просто не нужна детская литература. И этот редкий дар, потому что писать для взрослых
несколько проще. Здесь легче настроить волну чувств, легче мысленно ощутить ответную волну. Здесь иногда читатель простит непростоту, лишнее слово, лишний абзац, простит во имя общего направления мысли. На детских книгах Чуковского воспиталось уже не одно поколение. Видимо, это объясняется тем, что сюжет, строфы его сказок, образы их, даже ритм являются настолько ограниченными для детского восприятия, что трудно представить себе ребенка, который не запомнил бы на всю жизнь и не полюбил храброго комара или бесстрашного Ваню Васильчикова или милого доктора Айболита, готового всегда прийти на помощь. Учащиеся после прочтения должны найти утверждение, которое не соответствует позиции автора. И мы понимаем, что это третий ответ: писать для детей проще, чем для взрослых, так как для детей эмоциональное восприятие текста важнее его языкового оформления. Это ошибочная позиция. В текстах официально-делового, научного и публицистического стилей идея текста и позиция автора, как правило, выражаются прямо. А вот в текстах художественного или художественно-публицистического стиля идея текста и позиция автора выражаются косвенно, в подтексте. Каковы типовые конструкции, какие предлагаю? Автор считает. Автор приводит читателя к выводу о том, что, рассуждая над проблемой, писатель приходит к следующему выводу. Позиция автора такова: автор убежден. Важно не отождествлять «я» автора с «я» рассказчика. Рассказчик является посредником между миром произведения, автором и читателем. Он не всегда выражает авторское мнение. Более того, его взгляд на мир может резко отличаться от авторского. Помните повествователей, высказывающихся от собственного первого лица, естественно, называют рассказчиками. Рассказчик нередко является одновременно и персонажем произведения. Подходим к итогу нашей работы. Еще раз вспоминаем с учащимися, какая же композиция у задания 27-го. Это основная проблема, комментарий, позиция автора, аргументация и вывод. Что же такое заключение в сочинении? Заключение – это абзац, в котором подводится итог всему вышесказанному. Сначала во вступлении обозначается какая-то проблема, затем она комментируется, и в заключении окончательно учащийся соглашается с тезисом, высказанным во вступлении, либо отрицает его. Какие же существуют виды заключения? Обобщение основных мыслей автора. Автор показал нам, что желание спасти боевого товарища, вера в победу помогают людям совершить невозможное, преодолеть самого себя ради блага других. Это и есть подвиг. Может быть заключение в виде вопросительного предложения, в том числе и риторического вопроса. Художественная литература дарит нам несметные сокровища человеческого духа. Разве имеет право кто-либо из нас отказываться от этого бесценного дара? Призыв, обращение к читателю. Итак, перед тем, как включить телевизор и погрузиться в чудесный, но не настоящий мир, подумайте о том,
Нет ли вокруг вас людей, которые нуждаются в утешении, в помощи? Вспомните, вас окружает подлинный мир, полный звуков, красок, ощущений. Подумайте, кем вы хотите быть? Творцом своей жизни или просто зрителем? Также возможно использование цитат. Итак, текст Константина Георгиевича Паустовского заставил меня убедиться в том, что любая война приносит человечеству только беды и страдания. Как тут не вспомнить слова Льва Николаевича Толстого? Война противная человеческому разуму и всей человеческой природе события. Предлагаю следующие клише для написания заключения. Итогом моих наблюдений является, особо хочется выделить, важно отметить, что таким образом, прочитав такое рассуждение, нельзя не задуматься о данный текст имеет большое значение для какие можно принять во внимание небольшие хитрости для написания заключения. Заключение – это тоже вступление, но сказанное другими словами. Так же, как и во вступлении, вы обозначали проблему и говорите о своем личном к ним отношении. Заключение – это вступление другими словами. Только если во вступлении мы могли сомневаться, то теперь вы уже заявляете о своем мнении довольно уверенно. Часто в заключении допускают такую ошибку, начинают перечислять все доказательства. В заключении должно быть только ваше отношение к проблеме, вывод на основе ваших аргументов, но не пересказ их. Какое же задание предлагаю по этому виду работы? Читаем текст по Юрию Лотману. «Я старый человек, пережил солдатом большую войну, исходил пешком и Россию, и Европу. Среди моих близких друзей были и есть и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и эстонцы, и немцы, и многие другие. И теперь на пороге смерти я вынужден наблюдать то клиническое безумие ненависти, которое охватывает целое пространство нашей земли. Я жалею тех из них, кто ослеплен ненавистью. Неужели же они не видят, что ими играют, и что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них? То, что делают их руками, очень скоро сделают с ними что-нибудь третьими. А те, кто стоит за кулисами, выступят как миротворцы, когда сочтут, что обе стороны пролили достаточно крови. Эпоха мелких конфликтов и частых столкновений кончилась. Мир един, и то, что происходит на одном конце, неизбежно отзывается на другом. Спрятаться не удастся никому, колокол звонит по каждому из нас». И вот после этого текста предлагается готовое сочинение, но оно рассыпано вот на такие части. И задача учащихся собрать вот все эти пазлы воедино. То есть под каждой цифрой, допустим, А, мы видим, какой элемент задания 27-го. Невозможно не согласиться с позицией автора. Я тоже убежден. Мы понимаем, что здесь сформулирована позиция учащегося. И опять, вот допустим, задание под буквой В. В заключении хочу сказать. Мы видим, что это уже заключительная часть. И собирают учащиеся буквы, и вот должно получиться вот такое готовое сочинение. Б, Г, З, А, Ж, Д, В. То есть учащиеся должны видеть структуру сочинения.
Вот такая работа. Я вас познакомила с некоторыми подходами, которые использую в своей работе для подготовки учащихся к написанию 27-го задания. Всего доброго!